Здравствуйте! В эфире программа «Якутия Лайв. За и против». Сегодня понедельник, а это значит, что мы вновь обсуждаем самые злободневные темы. С вами Сергей Михедов и Ирина Ефимова. И на повестке дня повышение цен на проезд в городском общественном транспорте. Мы сегодня говорим о проблемах города Якутска, где больше всего автобусов. Я хочу напомнить, что в последний раз проезд в автобусах Якутска дорожал у нас с 1 января текущего года до 30 рублей за наличный расчет и примерно на 50 рублей по различным проездным в зависимости от стоимости поездок. Понятно, что все, как обычно, связано с повышением цен на топливо, на запчасти, с ростом НДС, с зарплатой водителям. Наверняка повлияла и пандемия, значительно снизился пассажиропоток, и транспортные компании теряют прибыль. Да, хочу напомнить, что в 2018 году уже была попытка повысить цены до 30 рублей на проезд в автобусе, но тогда властям Якутска удалось договориться с частными предпринимателями о понижении цены на 2 рубля. Получится ли транспортным компаниям и властям договориться в будущем году, пока непонятно, но хочу отметить, что 17 ноября в Якутской городской думе Союз авто заявил о неизбежности повышения тарифа и нехватки водителей. Самое главное, насколько повысятся эти тарифы, этот вопрос, наверное, волнует всех горожан. Как встретит население очередное повышение цен и насколько оно оправдано? Будем разбираться с гостями нашей программы. Иван Митрофанович, вы как городской житель, который часто пользуется услугами автобусов, больше всего обеспокоены ростом цен. Что вас конкретно тревожит и есть ли какие-то еще проблемы, связанные с автобусами? Да, там много проблем. Но сколько это будет цены расти? И второе, если такое будет, все равно повышение цен, да, то мы предлагаем не до 9 вечера работать, а до позднего часа, где-то до 11 пускай. И с 9 пускай цены до 11 поднимают, насколько там надо будет. То есть в зависимости от времени суток? Ну да, они обычно работают с 7 утра до 9 вечера, все. А люди с кинотеатров, или с театров, или с гостей, там, ну, нету никого. Ни машин, ни автобусов. Ну, если только такси, там тоже не у всех деньги есть. Вот если бы ездили, как раньше в советское время, до 11, ну, пускай с 9 до 11 цены поднимут. Пусть хоть там 40 рублей будет, или сколько там. А днем пускай не трогают? А днем пускай там, потому что бабушки ездят, старики, больные, дети, там, что их взять-то? Бабушек жалко. Как-то я вот стоял на остановке, и одна бабушка одной рассказывает: смотри, Шура, я с якутского перевожу на русский язык. Вот, говорит, новые деньги появились. Она вытаскивает, показывает. Но я-то знаю, в чем дело. Это не российские деньги. До этого в 2014 году, по-моему, или в 2015, я тоже так же заплатил, мне тогда не было карточки проездной. И она мне дала сдачи. Но я вышел, мы же им верим, взял в карман, положил, зашел в магазин, надо было расплатиться там за эти продукты. Деньги достаю, совсем другие деньги лежат. То есть они сомы, вот, 1 сом, 5 сом, вот еще 5 сом и сом 1. Вот. Деньги Киргизии. Размером такие же, как российские рубли? Да, и также блестят. Вот так они обманули и меня, и бабушку. Кого там еще обманывали, я не знаю. Андрей Владимирович, каким-то образом следите, отслеживаете водителей, какими деньгами расплачивают, может быть, как-то договариваетесь, работать вместе. Ну и хочется узнать все-таки повышение цен. С 1 января вы предлагаете повышение цен на уровне 4%. Ну а вообще постепенно предлагаете повышать цену, то есть в зависимости от какого-то времени. Да? Вот объясните, пожалуйста, об этом, как планируете повышать цены? Какие у вас предложения по этому поводу? Давайте начнем с первого вопроса, наверное, ответим Ивану Митрофановичу. Если нам звонки поступают, мы же не можем тоже с каждым водителем посадить, там, скажем, чтобы он ездил, контролировал. Это сегодня нереально. А по жалобам мы отрабатываем по всем. Жалобы можно пожаловаться также на диспетчерское, также в Союз авто приходят жалобы и транспортный отдел администрации города. Но у нас информация в автобусах, куда писать жалобы. Чтобы у него взять эти 5-рублевую монету Киргизии, я ей сам заплатил, 5 рублей дал, а эти вот взял.
чтобы как-то... Нам достаточно знать маршрут и номер автобуса. Все. Мы как бы отрабатываем все жалобы и разбираемся в любых жалобах. По поводу повышения цен, как бы, мы все знаем, как бы у нас вот в 2021 году, в начале года тоже с 1 января было повышение, но оно было довольно-таки незначительное. В 2018 году, как вы сказали, было повышение цен. И 18, 19, 20 год, 20 год это у нас пандемия, мы отработали, не повышая тариф. То есть инфляция у нас, как все же видят, все же как бы новости есть, все дорожает. То есть каждый год инфляция 4%, вот в этом году, в 2021, прогнозируется 7% вообще инфляции поднять. И каждый год инфляция поднимается. Поэтому мы далеко, так скажем, отстали от тарифа, потому что даже взять соседние наши регионы, у нас же тариф, вот, допустим, на сегодня дифференцирован, так скажем. То есть на каждого человека, как сказать, любой тариф можно и по 19 рублей, грубо говоря, и можно за наличку ездить. У нас же там как бы право выбора остается всегда у пассажира. То есть на сегодняшний день мы сделали такую сетку. Но по итогу мы получаем средний тариф. То есть люди по-разному ездят, кто по проездным, кто по ультралайтам, кто по банковским картам. Там сетка у нас большая, это довольно-таки для нашего региона. Поэтому это для удобства горожан как бы было сделано. И сегодня тарифы пересматриваются нами, да. То есть нами было внесено предложение в середине ноября где-то в администрацию, как бы, и мы постараемся, как бы, мы тоже бы не хотели повышать, как скажем, цены, но тем не менее. То, что вот СМИ озвучило, как бы, немножко иногда коверкуют наше интервью, так скажем. Там было озвучено не 70 рублей будет сегодня тариф, а у нас расчет сегодня реально посчитан по тарифу, как положено. Там очень тариф считается там, достаточно большой объем работы, там все учитывается. Все расходы. Вот хочется узнать, из чего складывается тариф, из чего конкретно. Вот расскажите об этом более подробно. Там, я говорю, там на 5 листах, из чего тариф складывается. Сегодня у нас затраты — это центральная диспетчерская служба, мы содержим, в которой работает программа, то есть отслеживание автобусов, все остальное прочее. Также соблюдаем федеральные нормы законов, которые у каждого ИПшника есть. В штате должен содержаться БДшник, который проводит инструктажи. Также водительский состав, то есть у нас ежегодно они обучаются, водители. Там много чего у нас, как бы, вот, все не перечислишь, как бы, это очень сложно. Обучение водителей, там это понятно, это может включаться в тариф, может не включаться в тариф. А вот сколько из 30 рублей конкретно получает, например, водитель, сколько владелец маршрута, сколько владелец автобуса? Сегодня, как бы, владелец автобуса, как бы не владелец автобуса, а индивидуальный предприниматель, это же предприниматели работают у нас, грубо говоря. Сегодня есть крупные предприниматели, есть также мелкие предприниматели с одним автобусом, либо сам предприниматель работает на автобусе. Каждую бухгалтерию я не могу как бы за всех сказать, но на сегодняшний день у них оплата труда сдельная у водителей. Они порядка получают где-то от 40 до 80 тысяч. То есть сегодня работа построена таким образом, чтобы водитель был заинтересован в выходе на линию автобуса. То есть, чтобы быстрее ремонты производились и все остальное прочее. То есть, вот таким. А зарабатывает предприниматель или нет, это сегодня как бы вопрос такой, скажем, очень сложный. Сегодня предприниматель должен и обновлять технику, во-первых, как бы, потому что все мы знаем, что у нас ограничения стоят по эксплуатации автобусов, это 12 лет. И на сегодняшний день как бы, автобусы должны соответствовать нормам федерального закона, то есть это автобусы с доступом для инвалидов. К чему мы планомерно как бы и шли, так скажем, до 2018 года, у нас, так скажем, сыграла пандемия свою роль. Пассажиропоток очень здорово упал, процентов, наверное, 60 пассажиропоток упал. Сейчас он до сих пор, пассажиропоток, он не восстановился, там, буквально чуть-чуть. Если цифры привести, грубо говоря, 19-18 год, когда было все, так скажем, хорошо, и пассажиропоток был стабильный, это порядка за год все перевозчики перевозили где-то порядка 34 миллионов с половиной поездок было, перевезли мы пассажиров, то 2020 год он составил порядка 20 миллионов. Хорошо, один конкретный вопрос. Сколько должен стоить проезд, по-вашему, с 1 января грядущего года? Эта цифра обсуждается. Сегодня мы расчеты дали в администрацию. Как бы, вот цифру назовите. Цифру? Сколько сегодня должен быть проезд? Да, по-вашему.
Но у нас же как вот, мы как бы уходим на среднюю всегда цифру. Сегодня наше предложение было это 40 рублей за наличный расчет. 40 рублей за наличный расчет. И, соответственно, там внутри как бы тоже будет небольшое, так скажем, поднятие. Мы тоже понимаем, все это прекрасно. Но нам нужно выходить на среднюю цифру. Сегодня у нас средняя цифра составляет 23,5 рублей. То есть по Дальнему Востоку это вообще по всей России самый низкий тариф. Ну, то есть 40 рублей за наличный расчет, это Да. я услышала. Я дополню нашего коллегу. Буквально сегодня я держал в руках их письмо, да, и поэтому обладаю точными цифрами по предложению частных перевозчиков. Средняя величина тарифа должна составлять порядка 28 рублей. При текущем показателе порядка 23,8, что, как уже было отмечено, является самой низкой цифрой на Дальнем Востоке. Но вот с повышением до 40 рублей согласна городская администрация? Здесь надо смотреть немножечко шире. Основная задача нас, как в том числе контролирующего органа, да, и в целом как администрации, да, перейти на прозрачную систему оплаты. Ведь основная цель повышения тарифа за наличный расчет – это не только собирание какой-то значительно большей суммы денег, да, это переход на безналичную систему оплаты, которая будет позволять отслеживать и пассажиропоток, и в целом создавать картину прозрачности, сколько зарабатывает перевозчик, и давать ему в целом возможность с этими цифрами и обновлять подвижной состав, да, обращаться в банк и так далее. То есть не сама цель повысить наличные... Проезд за наличный расчет для того, чтобы с помощью этого собирать деньги. Ни в коем случае. Для того, чтобы в первую очередь обозначить прозрачность. И зацикливаться вот на 40 рублей за наличный расчет, да, ну, звучит, может быть, это. А на самом деле это сегодня у нас тариф позволяет ездить, можно и по 25 рублей, по 23 рубля ездить. Это же не обязательно, а вот почему-то горожане как бы вот считают. У нас есть такая хорошая карта спутника, ее привязываешь к телефону, и можно пополнять удаленно. То есть мы сегодня вот с банком этот проект как бы постоянно работаем, мы очень много сделали для этого, поэтому почему, как бы, я не знаю, вот люди спутник-карту не пользуются. Очень активно можно было пользоваться. А за безнал не будет подниматься цена? Вы хотите она только будет, за но она наличный незначительно будет. Нам надо, вот как Алексеенко Антон Анатольевич сказал, на среднюю цифру вывести где-то 28 рублей. Потому что вот, если взять вот Дальний Восток, у нас везде проезд практически уже 35 рублей. Но они там, у них нету такой системы дифференцированной, как у нас. Они вот 35 рублей и все, ездят. Сегодня у нас возможно ли такое, что цена проезда будет зависеть от времени суток, когда пассажир перемещается на городском транспорте? У нас же был такой как-то, я не помню в каком году, мы пробовали так сделать, но не совсем хорошо там получается. Как бы. Я говорю, и зачем делать, если у нас сегодня сетка очень большая тарифа? Как бы хотите за 19 рублей ездить, берете, ну, кто много передвигается, так скажем, ездит этот самый. Смысла нету. И автобусы я хотел бы тоже дополнить, да, защиту, так скажем, себя сказать. Вот Иван Митрофанович сказал, что до 9. У нас автобусы ходят летом до 11, зимний график у нас до пол-11. Это легко отслеживается. Единственное, то, что интервалы после 8 вечера у нас немножко увеличенные, там, потому что пассажиропоток падает. Как бы. На сегодняшний день мы добились того, что вот не как раньше. У нас автобусы в 9 часов, 10 часов ездят нормально, не знаю. Я у водителей сам спрашивал несколько раз, они говорят, мы до 9 работаем, а с точки А до точки Б выезжают в 9 часов. Единственное, то, что надо понимать, допустим, у него график заканчивается в 11 часов, но это надо понимать, что он от одной конечки едет, и вот он, допустим, выехал, и в 11 часов он должен закончить. То есть по промежутку где-то он будет в пол-11, там, в середине маршрута, так скажем. Если, конечно, человек не успел и смотрит на часы, вот он думает, что... то есть в 10 выйдет последний автобус, правильно? Да, чтобы в 11 приехать на конечку. То есть по факту до 10, а не до 11. И для этого же у нас есть хорошая программа, по которой можно отслеживать. Это вот совместная программа, по которой можно отслеживать прибытие автобуса. Единственное, то, что в этой программе как бы там есть определенная погрешность, вот у нас люди жалуются тоже, да, но опять-таки здесь цифра, она берется расчетная, когда вот у нас по всему городу табло висят, они напрямую, это онлайн табло, они напрямую дают сразу живую всю информацию. Поэтому единственное, то, что да, бывает, люди жалуются, что типа вот он смотрит на табло там 3 минуты, а потом раз, вдруг 4 минуты. Но автобус как раз-таки там расчетное время берется, он ведет движение. Где-то он встал в пробку может, а может это время, естественно, пересчитывается сразу и показывает на табло. Как бы вот эти нюансы, ну, до всех, конечно, сложно как бы жителей довести. Сейчас небольшая рекламная пауза. Вернемся к обсуждению буквально через несколько секунд.
Вот еще одну проблему, которую Иван Митрофанович озвучил, это время работы автобусов. Да? Я, честно говоря, с удивлением узнала, что концом времени считается, когда водитель прибыл на конечную остановку. Потому что для меня время, когда до какого выходит автобус, и когда я могу уехать на автобусе. Да, логично? Да, совершенно верно. Вот, поэтому, значит, если вы говорите, что якобы до 11 автобусы летом работают, по факту получается до 10. В 10 он выезжает в последнюю на день поездку. В 9 выезжает. В 9 выезжает. Да, я спрашивал несколько раз. Ну, тут я Чтобы мне время, дополню, да, что у нас есть рассчитать летние и зимние графики. Я специально вот них спрашивал, мне все до 9 Ну и, конца кстати, выезжаем. почему зимний график короче, чем летний? Вот это тоже непонятно, потому что зимой, ну летом ты можешь пешком пройти, Зимой в конце автобусы концов, нужнее, да? действительно. А зимой холодно. Но при этом мы же говорим, что у нас, ну и реализуем, что интервалы между движением автобусов зимой, они значительно короче, чем летом. То есть, Летом народ двигается постоянно там, вплоть до часу ночи, так скажем, исходя из этого. Зимой, ну, после 9 часов, так скажем, пассажиропоток вообще... Значительно Ну вот слабый, Иван да. Митрофанович же говорил, что люди в театры ходят, в кино ходят, им же тоже как-то надо уехать зимой. Ну, на самом деле, Альтернатива есть. предложение Альтернатива тоже хорошее. Это автобус муниципального предприятия ИПАК, которые работают по расписанию, соблюдает расписание, время приезда Да, никто не на ту соблюдает. или иную остановку. И Вот, люди вечером идут в кинотеатр центральный в 10:20, 10:30 на киносеанс. Все, там, как им дальше быть-то? И поэтому народу мало ходит в театры, и там тоже денег нет, видимо. Вот почему люди мало ходят в театры. Потому что они уехать оттуда не Ну, могут. на самом деле мы мониторим пассажиропоток, и как бы исходя из этого мы делаем картину. Тут нельзя судить как бы там по одной жалобе, так скажем. У нас же в целом картина пассажиропоток интересует. Я поняла. Значит, 28 рублей, чтобы было среднее, вы предлагаете повысить наличный расчет и не повышать безналичный. Не совсем так. Я еще раз повторюсь, да, это предложение наших коллег-перевозчиков, да, но мы пока не утвердили его ни в коем случае. Мы должны полностью сделать экономическое обоснование тех или иных цифр, да. Будет ли оно в итоге среднее составлять 28 рублей или все-таки меньше, пока вопрос еще открытый. Но однозначно он должен стать выше, чем сейчас. Иначе экономика перевозок у нас не сложится. А что с пригородными автобусами будет? Вот, Валерий Афанасьевич, у вас будут цены повышаться, нет? ну, да, при условии повышения цен на городские тарифы, то, естественно, возникает вопрос и повышения тарифов по пригородным направлениям. Коллеги совершенно верно отметили о том, что средний тариф у нас по пригородам также низкий. Сейчас, если за наличный расчет у нас тариф 60 рублей, то в целом по году мы видим то, что средний тариф у нас на уровне 42 рублей выходит. Соответственно, учитывая повышение цен на топливо и на горюче-смазочные материалы, и на автозапчасти, конечно, возникает вопрос, в том числе и повышение тарифа по пригородным направлениям. Но с этим у нас более проще, так сказать, потому что у нас тарифы регулируются окружной администрацией, то есть тариф у нас устанавливает мэрия города Якутска. Ну и ЕПАК, МУП ЕПАК, скорее всего, выполняет больше социальную функцию, нежели коммерческую. То есть мы обеспечиваем транспортным обслуживанием пригорода города Якутска, начиная от Кангаласу, заканчивая Табагой. Я бы все-таки хотела, чтобы Алмаз Регионбанк, как держатель транспортных карт, рассказал, какой самый выгодный тариф вообще. По 19 рублей, вот я тут услышала. Да, действительно, существует целая сетка тарифов. Тарифы разработаны, конечно, не банком, да, это совместно разрабатывается с перевозчиками, с администрацией города Якутска. Делаются предложения и подготавливается техническая, технологическая база для того, чтобы внедрять вот эти тарифы. То есть, как уже отметили, самые дешевые поездки – это проездные билеты с лимитом поездка 60 поездок и на 30 дней. Соответственно, приобретая его, пассажир оплачивает за проезд в районе 19 рублей. Вот. Далее есть у нас и проездные билеты на 40 ездок, на 60 дней. И есть вот как раз очень интересное предложение. Это карта с онлайн-пополнением, карта «Спутник». Есть ее аналог, это виртуальная карта, которую можно добавить в мобильное приложение. Есть у нас
транспортная карта СОП называется приложение. И добавив туда карточку, открыв там виртуальную карту, пополнив его, можно оплачивать телефоном за проезд ну, по достаточно приемлемому тарифу. То есть на текущий момент составляет по городу Якутску 27 рублей. Ну вот, насколько я знаю, в Москве есть возможность просто банковской картой обычной оплатить. Вот. А у нас вот эта вот банковская карта, это будет все равно как нал, да? То есть 40 рублей все равно у меня спишется оттуда. Да, здесь я могу прокомментировать. Действительно, настоящий у нас все-таки разница между наличным и безналичным расчетом ну, не такая большая, как в той же Москве. Прекрасно понимаете, что сейчас в Москве за наличный расчет там, или разовая поездка стоит 60 рублей, ну, к примеру. А, соответственно, там картой «Тройка» будет в районе 35-38 рублей. То есть, ну вот, смотрите, какая разница. И где-то промежуточное значение, там в районе 42, там 45 рублей занимает банковская карта. То есть в Москве специально администрация пошла на то, чтобы поднять стоимость и разовой поездки или за наличный расчет, для того, чтобы люди переходили на оплату безналичным путем. Это позволяет нам сделать прозрачность доходов перевозчика и, соответственно, собираемость. Можно понять, какие налоги получит бюджет от этого. И если у нас тоже будет, соответственно, повышаться стоимость за наличный расчет, то какое-то промежуточное значение между, скажем, картой «Спутник» и наличный расчет будет, соответственно, стоимость по банковской карте проезд. Опять-таки, этот тариф согласовывается, устанавливается между администрацией и перевозчиком. Понятно, что транспортная карта, она помогает отслеживать денежный оборот. Вопрос к Союзавто. Во многих маршрутных автобусах водители размещают номер телефона и мобильный банк. То есть получается, что пассажир может перевести водителю деньги на мобильный банк. Как отследить такие поступления средств? Ну, тут такие вещи мы, конечно, пресекаем, как бы пытаемся отследить, да, но в основном отследить только удается, если пассажир, допустим, пожаловался, либо при проверке там, ну, вот я взял... Нет, но они же сами снимают эти таблички в любом случае, если да, ну, сегодня вот уже, мы с банком отрабатываем по QR-коду как бы оплату, но дело в том, что у нас тоже вступил в силу закон онлайн-касс, то есть мы сегодня отчетность должны, как бы, даже если при наличии мы должны отбивать чек, но у нас как бы он еще, сейчас вот мы переводим все эти, с 22 года у нас уже должны все работать на онлайн-кассах. Ну, только по жалобам тут сложно отследить, потому что тут, так скажем, вступает в сговор водитель и пассажир. Ну, как, я не знаю, как тут. Боремся, пытаемся. QR-код сейчас разрабатываем, чтобы телефон можно было, в автобусе висел QR-код, он навел телефон, оплата произошла, он просто водителю показал, и все. Сейчас, в настоящее время, получается, нет ответственности на законодательном уровне с пассажиров за безбилетный проезд. Это немного усложняет ситуацию, также связанную, то есть, с этими же безбилетниками, но тем не менее в автобусах ЕПАК на сегодняшний день работают кондуктора, которые, в принципе, понимают и знают пассажиров. Мы практически одних и тех же пассажиров перевозим, но тем не менее и у нас такие же ситуации возникали, но сейчас мы разрабатываем законодательную инициативу, связанную с возвратом ответственности за пассажиров за безбилетный проезд. Не так давно соцсети буквально ошарашил, можно сказать, вопиющий случай, когда появилось объявление, сообщение о пропаже школьника, а потом позже выяснилось, что, оказывается, у школьника не было денег на проезд в автобусе, а там ученик, по-моему, 5 класса, если я не ошибаюсь, или даже младше. И, получается, ему было стыдно сказать об этом водителю, чтобы его там остановили возле школы. Он доехал до Конечки и пешком шел домой с одного конца города в другой. То есть буквально к вечеру вернулся домой. Наверное, обратимся к администрации. Каким-то образом планируете ли вводить какие-то дополнительные условия для проезда, для бесплатного проезда школьника, может быть? Да, действительно, подобная ситуация возникает. И с определенной периодичностью, но тут, наверное, коллеги-перевозчики не дадут мне соврать, да, что
Постоянно идет разъяснительная работа с тем, что водители не имеют права и не должны высаживать школьников по никакой причине, пускай это там, отсутствие наличных средств или нерабочая карта и так далее. И, как вот вы сами сказали, действительно здесь факта того, что водитель высадил школьника, и не было, да, скажем, частный такой случай. Что касается возможности бесплатного проезда, я думаю, опять же, коллеги наши, перевозчики, не дадут соврать, что ни одного школьника за отсутствие там, возможности оплатить, да, на конечную остановку никто не увезет и не высадит или еще что-то там не заставит. Да. Вот работа в этом плане разъяснительно постоянно ведется и структурами окружной администрации, и в этой части, скажем так, что-то дополнительно такое придумать, наверное, сложно, но тем не менее мы эту ситуацию всегда стараемся держать на контроле. Вообще хотим с администрацией провести работу, как правильно себя вести школьнику в автобусе, когда он забывает деньги или еще что-либо. Потому что у нас вот со школьниками очень строго и жестко наказывается. То есть на сегодняшний день просто надо же тут понимать, у нас есть, так скажем, беспечные мамы, которые, я не знаю, там, вот бывали случаи такие даже, она в автобус его заводит, им куда-то надо ехать, и просит водителя проследить с ним, за чтобы он вышел на той или иной остановке. Как водитель может проследить? Он не может проследить, там народ ходит, заходит, у него, во-первых... Ну, это не его задача. Да, это не его, во-первых, задача, во-вторых, как бы он должен, в первую очередь, заботиться о безопасности пассажиров, так скажем. И надо работу проводить с тем, как вести, потому что, вот, про который случай вы сейчас упомянули, да, человек вообще ничего не сказал школьнику. Школьник стоял, ну, водитель, извините меня, он едет по графику, у него время там, ну, 1 минута, полминуты стоит на остановке. А кто эту работу он не должен подошел, не вести, сказал, а? Кто эту работу должен вести, как вы считаете? Ну, это мы совместно с администрацией должны как бы в школах, я думаю, что да, это совместная работа, потому что вот при каждом случае, при школьнике, естественно, школьник, он, это ребенок все-таки, он может сказать, ну, все что угодно родителям. Родители, бывает, прибегают там чуть ли не на этом самом, не по маршруту, выцепляет этот автобус, там, ну и, естественно, понятное дело, там, гнев родителя, когда там школьник сказал, что его не выпустили. Ну, то есть какую-то памятку разработать, да? Да, типа алгоритм простой, да, понятный алгоритм, для ребенка. да. У меня вот еще вопрос к городу, да. Понятно, что такая ситуация, когда у нас полностью проезд по городу отдан в руки частных перевозчиков, в Якутске сложилось не сегодня и не вчера, но вот насколько это устраивает вообще городскую администрацию сегодня, да, что муниципальное предприятие работает только на пригородных маршрутах. И нет ли каких-то, ну, может быть, долгосрочных планов, может быть, там в 10-летней перспективе, я не знаю, все-таки вернуть муниципальные автобусы? Да, спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, очень важный. И сказать, что у нас нет каких-то планов на долгосрочную перспективу, это, конечно же, не совсем верно. На сегодняшний день у нас маршрутная сеть по городу, да, законтрактована, разыграна до 2023 года. Наши коллеги, частные перевозчики, будут осуществлять эту деятельность на законных основаниях до 2023 года. Предполагается, что у нас МУП ЕПАК получит 55 единиц техники, да, в том числе из них порядка 20 или 15 автобусов планируется запустить на городские маршруты. Точно сказать, будет ли это там, с даты поставки, там, условно, с 27 апреля или там, 30 мая, да, мы пока не готовы, но тем не менее мы рассматриваем такую возможность и даем эту возможность муниципальному предприятию зайти на городские маршруты. В каком формате это будет, это еще нужно проработать. Будут ли это абсолютно новые маршруты, да? Будут ли они завязаны с пригородными маршрутами, как подвозящие, да? Либо же это будут маршруты, которые заменят в какой-то определенной перспективе частных перевозчиков. Да? Это нам еще предстоит проработать. Но тем не менее, сказать, что мы полностью удовлетворены с действующей ситуацией, да, наверное, неправильно. Да? Мы как бы планируем в целом пересмотреть маршрутную сеть города, да, и надо понимать, что те маршруты, которые сложились сейчас, они, возможно, кому-то удобные, кому-то нет, но это исторически сложившиеся маршруты, да, и надо сказать, что наш город очень сильно развивается, да, очень сильно растет, и обхват, ну, не всеобщий. Поэтому это наша, конечно, первоочередная задача пересмотреть транспортную сеть, поменять... Ну, с учетом новых микрорайонов. Конечно, конечно, да. И возможно ли это будет сделать силами муниципального предприятия или каких-то дополнительных или существующих частных перевозчиков, да, это нам все предстоит решить до 2023 года. Как это,
скажем так, машина поедет с 2023 года. Вот сейчас у нас есть для этого немного времени. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, вернемся к обсуждению темы транспорта через пару секунд. Вопрос к руководителю проекта «Алмаз-Регенбанка». Сейчас школьники с 1 по 8 класс находятся на дистанционном обучении, то есть автобусами не пользуются. Будет ли компенсация или продлять ли срок использования? Это вопрос в меньшей степени касается, еще раз говорю, банка. Банк не устанавливает тарифы, банк не оказывает услуги по перевозке, поэтому какие-то либо компенсации и прочие, эти вопросы как раз не к Алмаз-Регенбанку. Тоже могу понять и городскую администрацию, которая говорит о том, что необходимо отказать в обслуживании по школьным картам в автобусах для того, чтобы школьники все-таки сидели дома, раз школа им не нужна. Школа, не то, что школа им не нужна, раз мы боремся, да, раз мы боремся. Искусственно ограничиваем. Да, искусственно, специально так должно делать. быть в полной мере. Хочется, чтобы замэр ответил. Есть какое-то решение по этому вопросу, потому что... По компенсации? Да, по компенсации, потому что сроки карты стекают, я понимаю. Ну, к сожалению, сейчас такого решения нет. Возможности продления или компенсации по заблокированным картам сейчас пока нет. Я вот здесь, возможно, вопроса не понял. Относительно каких карт идет разговор? Дело в том, Транспортные карты на проезд школьникам в городском транспорте. Вот смотрите, существуют школьные транспортные карты, поездки которых субсидирует мэрия. Это с 1 по 4 класс это с 1 по 4, она бесплатная. То есть здесь ни о каких проблем, там потери денег нету. А мы говорим о среднем звене. А среднее звено тоже имеет. Значит, у нас есть самые, скажем так, малоимущие семьи тоже имеют бесплатную карточку. Пригородные школьники тоже имеют бесплатную карту, то есть там, где затраты существенные. По городу, да, если это пользуется именно как проездным билетом, здесь можно говорить о том, что, так скажем, поездки сгорают. Но если у школьника используется обыкновенная транспортная карта с балансом, то баланс никуда не девается, то есть они как на карте, как они остались, так и остались. Они там через месяц, через два могут этими суммами воспользоваться, через 5 лет могут воспользоваться, если на карточке деньги остались. То есть здесь потерь никаких нет. То есть можно не беспокоиться? В определенной мере. В определенной мере можно не беспокоиться, да? А я вот помню, когда-то был эксперимент с 4 и 14, по-моему, автобусами, которые вот в аэропорт ездят, чтобы они ездили круглосуточно. Я говорю, это нужно будет компенсировать этот маршрут целиком полностью, который день-ночь, как раньше вот у нас была 4 маршрут. Этот же маршрут и рассматривался. Там мы запускали, пробовали. Ну, как бы мы показали нашу картину истинную. Там Невыгодно получилось. Да, Пассажиропоток совсем маленький. Пассажиропотока, да, его практически нету, и вряд ли кто-то будет. Мы тогда с интервалом, по-моему, в 30 или в час, по-моему, запускали там. Все понятно, что идет мониторинг, пассажиров, допустим, после 9 часов мало, поэтому вы не запускаете. Но пассажиры, наверное, просто знают, что после 9 автобусов нету, поэтому они вызывают такси или никуда не едут. Иван Митрофанович. Да никто не хочет, по-моему, у них это работать. Потом жалуются, что денег нету. То дороги плохие, то еще что-то у них там. Насчет безопасности. Постоянно на телефоне сидят. Там даже слышно на бытовые домашние там дела говорят. Да хоть курить перестали. Водители курят. Они, вот я на конечной сажусь, там, когда отъезжает, там уже запах бывает. Куда жаловаться-то? Какую-то работу, может, ведете с водителями, чтобы вели себя более... Работа-то она постоянно ведется. Я же говорю, для того, чтобы как бы уличить того или иного водителя, можно на телефон сфотографировать и отправить. Куда отправить? Союзавто, диспетчерская, отдел транспорта, администрации. Да. Все отрабатывается. На самом деле количество, скажем так, тревожных звонков, которые поступают, да, довольно большое, и каждый из них отрабатывается в рабочем режиме. У нас сейчас есть с этого года новое муниципальное предприятие, организатор пассажирских перевозок, да, в соответствии с поручениями главы города у нас создано, как раз-таки для того, чтобы контролировать у нас и муниципального перевозчика, и частных перевозчиков, для того, чтобы это у нас была комплексная работа, да,
в адрес этого муниципального предприятия КОПП, как уже было сказано, в адрес центрального диспетчерского пункта, да, нужно направлять всю информацию, и она в любом случае будет отработана. В нашу жизнь вмешалась пандемия, и уже который год вносит свои коррективы. Наверное, мучает многих наших телезрителей вопрос, планируется ли введение системы QR-кодов для проезда в автобусах. Как в Татарстане. Да, как в Татарстане, Как в Татарстане. например, где уже очень много шума по этому поводу. Да, действительно, была внесена, значит, 12 ноября инициатива по QR-кодам, да, но она не коснулась у нас непосредственно городского пассажирского транспорта, но тем не менее мы знаем, что первый регион в России, да, 22 ноября Татарстан ввел эту инициативу и, честно говоря, ну, весьма неоднозначно, да, очень много жалоб, очень много инцидентов, и мы понимаем, что не совсем так она работает, как хотелось бы, да, очень много создается спорных таких моментов. Какое-то на опережение, может, работа ведется? Ну, сейчас сказать, что принято решение в ближайшее время ввести QR-коды на транспорте, да, такого решения нет ни на городском, ни на республиканском уровне. Но если оно будет принято, естественно, мы должны будем подстроиться, да, но сейчас есть понимание, что, наверное, в ближайшее время этого не будет. Валерий Иванович, хочу дополнить. У нас вот инцидент был на 35-м из-за замечания маски. Человеку сделали. В итоге почему-то он ехал с каким-то пакетом, там был топор, он выскочил, и порубил автобус. Водитель что остается делать? Естественно, он То есть водитель сделал замечание пассажиру, что он без маски, да, а тот да. достал топор. Просили его выйти, он все не хотел, потом на остановке остановился, он вышел, в итоге это пассажир, достал топор и порубил автобус. Вот. И на сегодняшний день до сих пор идут судебные разбирательства, и там не в пользу водителя, так скажем. Потому что ты якобы не имел права вот заставлять человека одевать маску. Вот в таком плане. Кстати, вот еще вопрос вдогонку. Рециркуляторы, которыми вот, обязуют оборудовать автобусы, они тоже за счет индивидуальных предпринимателей приобретаются? Вообще как бы за счет нас все компенсируются? делается. Дезинфекция автобусов, все за счет, мы сделаем все это дело сами. Причем вот в тариф, который мы на сегодняшний день подали, там не учитывается вот расходы на дезинфекцию и все остальные вещи, вот эти прочее. Как бы проверяющих органов сегодня тоже предостаточно. И сказать о том, что автобусы тоже вот там пишут, не дезинфицируются, ну, я считаю, что это не совсем корректно. Не совсем. Да, но действительно дезинфекции мы выделяем очень большое внимание, учитывая проверки Роспотребнадзора и других контрольных органов. У нас дезинфекции проводятся на каждой конечной остановке на территории автовокзала, и к концу каждой смены проводится заключительная дезинфекция. Плюс ко всему у нас на линию выходят только вакцинированные сотрудники, это водители и кондуктора, и в случае, если есть у сотрудника медицинский отвод официальный, и тогда вот они выпускаются на линию на работу. Дезинфекции не бывает, там они дымом курят. Это дезинфекция у них. Нет, дезинфекция производится с применением рекомендаций Роспотребнадзора. Да, надо отметить, что есть никто не делает так. Роспотребнадзора, и курят, да, вот перевозчики это обязаны выполнять ее по завершению смены и по факту завершения графика на конечных остановках. И это проверяется, и это подтверждается. Кроме того, насколько я знаю, коллеги из муниципального предприятия, допустим, у нас используют даже специализированную технику. Да, для того, чтобы проводить полную дезинфекцию, мы используем промышленный озонатор, который полностью убивает все бактерии, ну и автобус фактически выезжает на линию стерильным практически. Да. Еще одна тема, которая неразрывно связана с автобусами, это остановки. Я сейчас говорю про теплые остановки, которых становится, к счастью, в городе больше и больше. Вот. И вот тут есть такая новость, что их передают сейчас в МУПИПАК. Ну, раньше они принадлежали управам города Якутска, но они сейчас остаются за управами. Но, тем не менее, с 2013 года по 2020 год было всего построено 32 остановки. В этом году администрации было выделено финансовые средства на строительство 20 остановок. 6 из них мы уже сейчас получили. Они эксплуатируются. Мы выступаем как управляющая компания, соблюдаем режим работы, санитарное состояние. И, конечно, жители и гости столицы уже отметили то, что муниципальные теплые остановки, которые находятся в ведении муниципального предприятия, они
хотя бы санитарное состояние соблюдается в лучшем виде. И еще в дополнение скажу, то, что на этих остановках располагаются у нас сельхозпроизводители, у которых есть соглашение с окружной администрацией города Якутска, и они там продают свою продукцию. На сегодняшний день у нас 2 таких улуса, это Намский и Анабарский улус. Да, я немножечко дополню, да, что у нас 6 остановок введено. Еще до конца года 14 мы планируем ввести. И вот 2 сельхозпроизводителя из улусов у нас, значит, уже используют эти остановки, а также есть еще заявки на 7 теплых павильонов, да, от сельхозпроизводителей. И вот мы планируем до конца года их дополнительно по факту, значит, ввода остановок в эксплуатацию, подключения их, да, дополнительно их туда запустить. Кстати, насчет обновления автобусного парка в следующем году, насколько нам известно, планируется реализация проекта 100 автобусов, 100 новых автобусов для города Якутска. Расскажите о нем подробнее, куда эти автобусы будут направлены, кого обслуживают. В действительности, да, благодаря поддержке Илдархана Республики Саха-Якутия Николая Сергеевича, и в том числе и главы города Якутска, реализуется проект 100 автобусов к столетию Якутской ССР. И сейчас идет распределение. МУП ЕПАК по последним данным получает 55 автобусов марки КВЗ, которые мы будем эксплуатировать на пригородных направлениях. Учитывая устаревший автопарк предприятия, который не обновлялся с 2014 года, я считаю, что это очень хорошее начало. Начало для того, чтобы как раз-таки отпраздновать такую великую дату. Спасибо, Валерий Афанасьевич. К столетие у нас уже вот в следующем году, когда они появятся, и что это будут за автобусы какие-то, ну, я надеюсь, современные, какие-то красивые? Здесь выходит у нас как бы инициатором и софинансирование со стороны Минтранса. Это автобусы действительно новые, автобусы низкопольные, автобусы на компримированном природном газе, да, это, скажем так, современный подход, да, который уменьшает и количество выбросов, да, и в целом стоимость топлива. Как было сказано, вот планируется порядка 55 автобусов приобрести, автобусы большого класса для пригородных перевозок с возможностью захода на городские маршруты. Также у нас в этом конкурсе, который проводит Минтранс, участвуют и частные перевозчики, да, которые планируют также обновить свой подвижной состав. Кроме того, поскольку это все-таки юбилей республики, да, планируется порядка 10 автобусов приобретать на межмуниципальные перевозки для того, чтобы обеспечить возможность передвижения посредством нового транспорта. Да, это такие направления, как Якутск-Покровск, Махсоголох, Магарас-Горный, Бердигистях и Намское направление. Ну что ж, на этой прекрасной новости наша передача подходит к концу, у нас остается совсем немного времени. Будем надеяться, что с появлением новых автобусов на маршрутах города Якутска и на пригородных маршрутах наши пассажиры в городе будут становиться только счастливее. Кроме того, озвучили примерную цифру, предварительную цифру, это 40 рублей. Столько, возможно, будет стоить проезд за наличный расчет в городских автобусах со следующего года. Ну и мы понимаем, что выгоднее все-таки пользоваться транспортной картой, потому что по транспортным картам проезд будет стоить гораздо дешевле. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайв. За и против». По понедельникам мы обсуждаем в нашей студии самые острые темы. Смотрите нас в 19:15 на канале Якутия 24. Расскажем, чем живет Якутия. До новых встреч. До новых встреч.